3 спекотных дня было у меня, было у всех нас у Вільні. Вітаю, сябры! 3 спекотных дня было у нас. А сегодня 28 червня 24 года мы идем и запрошаем вас пройти с нами на прогулочку на исходе дня. Зараз Сегодня пятница. Полова на 10. Полова на 10-ю, пятница, 28 червня. И после 3 дней моцной спекоты, ну не вельми моцно, 32-31, это так отчувается. И цалком блакитное небо увесь день, все 3 дня. И солнце. Облаки пошли. И вот только зараз починаються облаки, бо ночью чекається невеликий дождик вот с пятницы на субботу и в неделю, а в понеділок обіцяють навальницю, и после якої наступить прохолодный такий приємний тиждень, 20, 21, 22 буде днем. И мы вирішили сегодня випроводити эту спекоту этой прогулочкой, куда запрошаем вас. Идем на невеликий пикничок. Сегодня в городе. И куда мы идем, скажи? Мы прошли в Острую Браму, и зараз идем по какой-то улице. Мы идем, это вздолж крепостной стены мы идем. Вот там Острая Брама за спиной. Это муры, это называется. Тут монастырь, так, церква. Тут шмат православных. Але напереди у нас бастион. Да, зараз я покажу. И справа от бастиона такой пригорок. Да, для дома такая плясовка обзорная, вся видно, башня. И там собираются люди, отпочивают, и мы решили. Там место разных акций, импресс. Там, например, были вот решеты борща вначале. Зимой там горка дитячая, катаются дети с горки на санках. Вот. А зараз я вчора там вибігав и убачив, что там люди приходят отпочивать. И навод как бы такие пикнички маленькие кладать. И возникла идея. И нам муры пригожие такие, исторично. Мы подходим до бастиону. Зараз покажу. Мы прошли с вами вот там, по той улице, мимо этих муров историчных. И напереди у нас вот на наших очах приехал автобус, там, коля Острой Брамы, высадились польская поляки. Польская такая делегация, туристы. Туристы, да, ну делегация так сказала, что пришло. Вот им там расповедают. Мы пойдем поверху уже, да? Вот бастиончик. Польського туриста. Польського туриста, обліку моралі, конечно. Хай чують, лекцію слухають. А ми пойдемо на дворі чудовне. Скільки ти глядів було градусів? 27. Вище нуля. 27. І так, відповідно прогнозу. Вельми теплий вечір. От ми тому і вирішили просто вже днем. Я 3 дні, тільки у середу, 26-го, я ходила до зубного доктора вирішати проблемку. І одразу вернулася додому і не виходила з дому практично. Нікуди. Так було добре сидіти вдома, знаходитися. Я ведаю, що всім сталим людям, особливо людям з проблемами з серцем, у спекоту треба більше знаходитися внутрі помешкання, пити більше води і менше їсти тяжелой ежи, там мясо такого жирной пищи, острой. Да, там такие чудовные виды, чудовное небо. Вот глядите, я так рада облакам, потому что 3 дня было просто синее небо блакитное. Вон натовский самолетик. Натовский самолетик летит, аховывая нас. Это добро. Парасончик. Вот бастиончик стоит. Покуль бастион стоит, Вільня жива. Живе.
Ну, вот учора От тут люди уже- там відпочивають. учора тут уже сидели парочку. А вон закатная Сонейка. Там еще. А мы хотим поглядеть на краевиды, дальновиды. О, глядите, мы спускаемся по лестнице, якая тут. И вот такие виды тут. Три крыжи, вон гора Три крыжи, отсюда бачная. Костелы. Там от река Вілія, маленька, ось тече, ось там уже піси туди далі, і там упадає у Нярис. Ну ось, а ми прийшли сюди. І нам потрібна якась пліцовочка горизонтальна. Тому що у нас сьогодні пікнічок буде криху по-новому. Покажу криху пізніше. Олежка разуща, босичком навод. Ось ми знайшли таку пліцовочку поміж елочкой такой невеликой, древками такими молоденькими. І ось, глядите, ось воно Сонейка, закат ми ще ловим. Кольки там полова на 10? Полов... Ось тут дети зимой. Ось тут дети зимой, да? Ага. Здесь вот я покажу. было Здесь свято. такий скат. Да, коли было свято шелты борщай. А шелтыборщай это холодника, борщ-холодник Вот по-нашему. тут такая горка, Угу. пластиковая была усталевана туда. А, вниз. это вот тут усталевывается, Да. ага. А я думала, вот там Стоял здесь. шатер, такой, А, наливали ага. шелты борщай. Тут Угу. всё Вот глядите, тут такое поле, как бы, тут древы, тут такой парк, там вот такие вот А апартаменты. вот там я занимаюсь спортом. А ось там ты занимаешься? Ага. И тут вот такая, как бы, такие виды. І тут по лестнице можна туди далі. І вон під древом люди відпочивають. І він приходив, Олег, вчора, позавчора сюди. Казав, стільки людей. А, учора. Да, учора. І він сходив на прогулку, на розвідку. І каже, все, завтра пойдемо. Ось ми і прийшли сьогодні. Ось. І так я кажу апошньому Сонейку. Спекота, спекота, уйди от Федота. Спекота, спекота. Не давай нам турботи. Покинь Федота. Ну ось, з заходом Сонейка спекота сиде. Хоча б на тиждень. І зустрінемо липень у понеділок з навальницями. Сподіваюся, що буде катаклізма. Хочу нагадати, що я обожаю навальниці, вельми люблю. Вельми люблю навальниць, так, пригожа, так. І дожди в огулі, і особливо, вот, чим мацней навальниця, тим мені просто балдежнее. Я просто не... Ну, конечно, коли я в укрытии, у шелтери, так сказать, коли я... Мені не треба нікуди йти. О! От можна я вас здиму? Моя тейк. Глядите, як ось. Ви литовські хлопці чи білоруські? Литовські? Литовські? Добре. А ви розумієте, що я на білоруській мові, ну, вам кажу? Розумієте? О, добре, вельми приємно. А ми з Білорусі, з Менську. Да. Ось. І як ви так здимали, ви закат спеціально, да? Прийшли? Да. Да. Ви такі спортивно виглядаєте. Ви займаєтеся яким? Да. Баскетболом, звісно. Нет. А чим? Волейболом? Нет, просто в зал. А, просто в зал? Я волейбол. А хотите, мы вам вот скажем секрет, який мы тут больше, чем 1,5 года уже знаходимся. Ну, мы так вимушено покинули Менск і нашу країну. І ми зауважили через некоторий час, що ви, литовські хлопці, да і дівчини, і мужчини, і жінки, у середньому ви вищіші, ніж білоруські наші жінки. Може, тому у вас це, ну,
може ще тому, що баскетбол у вас number one, альбо наоборот, вы баскетболисты, потому что у вас как-то уже генетика, что у вас и детки школьники, мы звернули увагу я, что вот они такие уже все высокенькие, и вы вот такие вот. У наших хлопцев это считается уже высокие. Средний. А у вас это средние. Ну, от ми зауважили, у нас так от. Це цікаво, побудь живемо. 30, сколько там километров до межи, а потом до Минска там, боже мой. У нас Ага, так. ребята наши, которые с северных районов, да, Ага. Витебский вот, да? да, ближайшие до Литвы. Так само ближайшие, чем те, которые живут на юге Полесья. У нас Полесье там есть, да? Пинск, слыхали такие города? Пинск, да? Пинщина, Полесщина. Там, ты наоборот, маленькие, такие коренастые Да, такие, мужчины. человек Зеленский такие. Ну, такого принципа, да. Только больше такие еще крупки такие. Да. А вы бывали на Трех Крижах? Мы так само взяли эту вышиню. На. Трикл живем там. А, там? Ну, а я что-то думала, да, вот там. Ну, да, ну добре. А вы уже учитесь? Ну, вы здесь студенты, да? А где вы учитесь? Ну, а какой факультет? Программист. Ага. Это не там, где химфак, вот я знаю, находится. Возле него, да. Возле него. А, добре. Мы там ходим, бывает, в Максиму Великую. И в Ікі. Мы тоже. І в Ікі А мы ходим. тоже. Мы тоже. Ну ось, бачите як. Меня зовут Маріанна и Олег. Приятно. Да, Олег журналіст білоруський. Я на пенсії наставниця, викладчиця англійської мови. От. In 2021 I retired, and before that I was teaching English А он самолетик. all my life. Yeah. Also in Belarusian State University, by the way. Снимай самолетик. Де? Ой, Я не бачу, у мене зрок дренний. От не можу викладати зараз. Вон там. Ось там, да. Да. Ну, дякую. Вельми приємно. А які у вас імена? От мені от цікаво, литовські. Леон. Леон, ударение, Леон, Да. да? А, Эдвин. Эдвин, о, Миндаугас. как? Миндаугас. Миндаугас? Да вау! Да у вас такі чудовні імена. Типово литовські, скажите, типично литовські імена. Ну да. Ну. Чудовно. А меня батько назвал у гонор двух бабуль. Мария и Анна были бабули. Когда я народился, говорит, будем Марианна. У гонор двух бабушек. Добрая мотивировочка. Так? О, тут тоже уже пикничок. Где? вон полетел. Да? Да не вы запустили. На жаль. Приезжай, сюда там. Сьогодні вже чекається дощик вночі. Ось, бачите, тучки вже, то 3 дні. 3 дні була спекота і салком блакитне небо, так? Сонце, 32 там. Я сиділа вдома. І ось сьогодні вийшли, кажу, спекота, покинь Федота. Уходи, сиходь. Я обожаю дожди и навальницу. У понеділок буде навальниця. Ну все, добре. Великий дякую вам за знайомство. Маріанна, Олег. Сябры, а также все, кто глядит мой канал, новые гости могут зазирнуть. Ось після того, як ми порозмовляли з литовськими хлопцями, вельми чудовними студентами, такі доброзичливі, скажи, папа, були, такі вельми добрі. Айтишники. Айтишники, відказували на питання і все. Разумные хлопчики. А тим часом, поки я з ними розмовляла, ось Олежка розвернув наш невеликий пікнічок. Сьогодні, сябри, зверніть увагу, коли ласка, ми проводимо його криху по-іншому. Сидим на таких стульчиках розкладних, класненьких, і такий у нас розкладний столик. Яны в уголе не тяжелые,
іх вельмі зручна, Цяжкі. не цяжкія, ну, вельмі зручна у не терпіцца ім. Чехольчики положить и взять с собой. Чему я вот так вырашила набыть такие штуки для наших пикничков, потому что не всякий раз, вот, например, ну, можно на земле, ну, уже как-то вечеры. А самое главное, что мы тогда незалежные и мобильные становимся. Мы можем расположиться в любом месте, приткнуться. Будь то в Вінгіс-парку, альбо ось зараз ми в городі знаходимося. Над нами дрончик Над летал. нами дрончик недавно летал. Сонейка уже села. Сколько ще зараз ходимо? 10. Только что 10. запалилось светло вокруг Где? вежи Гайдемина. Ага, вокруг вежи, да, Освітлення. запалилось освітлення. Ну, добре, да, вечери, ну, такі вот облаки вечірні. Ну, так чудовно и тепло. Тебе подобается покусать? Да. А? Ну, мы, конечно, мы вырашили, значит, у нас тут несколько нагод. Вот сегодня я прочитала, что 28 червня, оказывается, что там отбылося, сказал Игорь Яковенко. Отбылося забойство герцога Фердинанда Австрийского, менавіта 28 червня 1914 года, пасля чаго і пачалася Першая сусветная вайна. Уявляеце сабе. І якраз не ведаючы гэтай даты, мы недавно по парадзе, да, по совету, по парадзе нашага сына, якраз 2 дні таму мы паглядзелі фільм по гістарычных гэтай падзеі, які называецца пакушэнне. Выстрел альбо пакушэнне ў Сараева. Вельмі цікавы, раю паглядзець. Я зараз уяўляю сабе, што такое Фердинанд, прыблізна як ён выглядаў, жонка ягоная загінула таксама разам з ім. І ввогуле, як там вот гэтыя хлопцы, все пагіблі, ну такі цікавы, ну, как бы уявіць сабе вот тыя падзеі. Але Игорь Яковенко сёння у ранішнім сваім выпуску таксама сказал, чамусь ён сказал, што Першая сусветная вайна цягнулася 5 гадоў, а не 4. Чаму? Не з 14 по 18, як прынята, а он сказал, менавіта ў 19 годзе, таксама 28 чэрвеня была і спыненая гэта вайна. Ну, он, в принципе, мае рацию, потому что это Немеччина подписала перемирие, да, в Камп'янском лесу, они спынили войну. Вот, да. было подписано якісь... Але еще протягивалась, потом война еще протягивалась на территории там, с Турцией. То есть покуль замирение уже отбылось, это был уже 19 год. Вось, так, да. Это вось так цікаво. Наступная нагода, што мы праважаем спякоту. Сапраўды заўтра зменіцца, надвор'е будзе больш прыемнае такое, таксама летняе надвор'е. І яшчэ паслязаўтра, 30 чэрвеня, такое смачнае вино белое. Летнее белое вино. Мы это все означаем летним белым вином. Ну, летнее я просто называю, что летом белое вино п'ецца лягчэй і лепш, чым чырвонае. На спекоту, да. Асабліва, калі спекота, все так с орешками такими вот арахисовыми. А еще ты пропустила, у нас еще была подея. Так. 25 червня у нас было 48 годов, мы с тобой как бы посябравали. Да, 25 чэрвеня гэта дзень выпускных вечароў по ўсяму Савецкаму Саюзу. Але мы пачалі 24-го все-таки, накануне, напередодні выпускнога, при гуляннях у парку. Мы уже отделились от класса. 24-е плавно перешло в 25-е. Мы были с классом, але шли позади их. Ну, вот на лодочках катались. Мы на лодочке катались. Вот. И как бы началось наше такое
уже адкрытае каханне. Так мы падабаліся адзін аднаму, але не падавалі віду. Но это таксама было у чэрвені, тут адбылося. І у апошні дзень чэрвеня нашаму ўнуку, які названы у гонар беларускага героя Каліноўскага, то бок нашаму Кастусіку споўніцца 9 год. Дзень нараджэння, ўжо вялікі. Здаецца, вось недавно. Раз 10 гадоў будзе вы як ты хлопцы. Да, так. Ну, наступны год у меня першы юбілей 10 год будзе. І вось, здаецца, зусім недавно мы былі каля роддому і забіралі яго. Там так было так добра. Мы аб'явілі дрэс-код. За его. Блакитным всем был. Вон бяры сыр. Ага, сырик. Это Вот, такой мы еще до вина, специальный орешки, такой называется. арахис такие вот классненькие. зелененькие. Арчис. Он такие печеньки. Тоже. Вот. Ну, печеньки я мучное так. А вот сырик с вином. О. Вот такие вот ковалочки. Вот. И все пришли, и мы шарики надули блакитные, там беседка была такая, мы все подрихтовали, шампанское принесли. Пришли сябры, батьков Кастусика, сябровки, сябры, батьки, и вынесли Кастусика. Я зробила фільмік, треба його знайти і переглядіти будемо. Не, колени загрузились в машину и поехали. Я так памятаю, сдымаю, и они так заезжают. Ну все, поехал новый человечек додому, и пришел наше життя. Так что мы віншуем нашего Кастусика с днем народження. И таким чином скончится перший уже месяц лета. Только мы сустракали лето. Скажи, папуся, было першее чэрвені, ну ё-моё. Вы выправились на пикничок, а уже месяц прошел. Ну чему так хутка все доброе проходить? А все дрэнное, блин, тягнется по 30 годов. Ну ё-моё, ну чему так, а? Ты на кого намекаешь? А я ни на кого. Я просто кажу, что могут десятигодиями За тянуть. личбу 30. Не будем. Не Так хочу. за Кастусика. За 30 чэрвеня это только не так. Но але ж яшчэ учора адбыліся дэбаты ў Злучаных Штатах Амерыкі паміж, і таксама хочу звярнуць вашу увагу, сябры. Гэтыя дэбаты означают, это сырик крошится, значит, означают, что гэтые дебаты выделяются некалькими рэчамі. Вот вылучаются. Вот скажи, якими, як ты думаешь? Тебе питание. Потому что они проходят еще до съездов партий, какие должны официально выучить кандидатов. Conventions называются. То есть они еще не выученные, но дебаты уже прошли. Першие, а наступные будут у вересня. Наступные будут как раз у вересня уже после съездов. Ну, я такого не чула, но може ти маєш рацію. Значить, по-перше, упершиню, сябри, у дебатах удельничають два президента, не кандидат і президент, или президент і кандидат, так? Як завжди, а два президента Злучених Штатів Америки. Були, ну ви ведаєте хто, Дональд Трамп, і день, які зараз. Это дзейные. Джо Байден. И у першиню обводим гэтым кандидатам больше за 75 годов. Одному уже в уголе 80 с копейками. Им нужно сидеть вот так вот на лужайке. Іншому таки под 80. Сидеть на лужайке и подпевать лицо. Да, но это так само. Вот. Так само у першиню проводять не як звичайно там хтось,
А чамусьці менавіта кампанія CNN взяла в свае рукі гэтыя дэбаты, і журналісты CNN іх там былі мадэратарамі, так? Яшчэ адна асаблівасць, што упершыню, можа не ведаю, но я так чула, гэтыя дэбаты праводзіліся без аўдыторыі, без гледачоў. Просто стаялі два кандыдата ў памяшканні і журналісты ведучыя. Нікога не было, таму што звычайна павінна быць аўдыторыя, якая можа рэагаваць, апладзіраваць можа іх і так далей. І вось яны, можа, менавіта таму, што яны абодва сталыя ўжо, асабліва адзін, які дзейнічае зараз. І его бы это отвлекало или что, ну, карацей, іх вырашылі. І яшчэ адна асаблівасць, упершыню яны вырашылі з выключэннем мікрафонаў. Значит, яны кажут так, что коли только починая, слово предоставляется какому-то одному удельнику дебатов, тогда микрофон включается. Как только он сканчивает, микрофон включается и включается наступному, кто каже. Тому, чтобы супротивный кандидат не встревал, не перебивал, ничего, да. Тому что их прошлые дебаты, менавіта паміж гэтымі чэлами, але тады быў адзін такі дзейнічны прэзідэнт Дональд Трамп, а Байден быў кандыдатам, і яны, ну, крыху там перабівалі адзін аднаго. Звычайныя дэбаты. Вот я не памятаю, але кажуць, Дональд Трамп вёў сябе не вельмі прыгожа, а вот зараз кажуць, ну, мы бачылі, ён вёў себя вельмі, паводзіў сябе вельмі дысцыплінавана. Ну і вось у гэтым такая асаблівасць, пожалуй, еще такая цікавая. І будзем сачыць далей за тым, як будзе разгорвацца падзеі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ну і не ведаем, ёсць такое меркаванне, што можа за жнівень дэмакраты вылучыць кагосьці іншага замест гэтага, і можа у другім туры дэбатаў будзе удзельнічаць уже іншы кандыдат, альбо гэтай, калі дажыве. Просто по сённяшняй рэакцыі, якая адлюстравана ў прэсе, то 60% хто глядзеў за дэбатамі, вырашылі, што ўсё ж такі перамог Трамп, так яно і ёсць. А Байден губляе свае пазіцыі, і кіруючыя колы дэмакратычнай партыі схапіліся за галаву і думаюць, што трэба шукаць за эти 2 месяцы до з'езда, трэба знайти некага кандыдата, каб замяніць ім Байдена. Але ведаеце, ну, вот Ігор Яковенко той же, ён сказаў, што па сутнасці таго, што было сказано, Байден быў пераможцам, ён казаў па суці і правільныя рэчы. А Дональд Трамп адмічала, што ён заўсёды хлусіць. Там налічылі 27 разоў хлусіў. Хлусіў. Яшчэ цікава... І нават Байден потым, калі ўжо яго спыталі, які там, он сказал, что вельмі часто размаўляць з чалавекам, які здесь сейчас хлусіць. Да. Ну, вось я глядзела аналіз гэтых дэбатаў самих таких рускамоўных амерыканцаў з Амерыкі. І в одной соцсетцы я это выкладывала. Яны звязваліся з 2 корэспандэнткамі, якія падчас дэбатаў знаходзіліся, ну, не ў штабах дэмакратаў і рэспубліканцаў, а ў такіх глядзельных пакоях, памяшканняў, дзе сабраліся заўзятары аднаго і іншага. Ну і адна сказала, которая была ў дэмакратаў, конечно, што і брала потым інтэрв'ю у удзельнікаў, там некалькіх чалавек, які прысутнічалі, і яны ўсе адзначаюць за Байдена, кажуць, ён кажа такі правільныя рэчы, малайчына, ўсё. І ніхто, конечно, не ўзгадвае яго ні ўзрост, ні стан здароўя, нічога там, ні манеру гаварыць і гэтак далей.
А іншая была у пакою памяшканні рэспубліканцаў у Нью-Йорку менавіта. Таму што я казала, менавіта Нью-Йорк з'яўляецца такім, я і не ведала, такім больш аплотам рэспубліканцаў гістарычных. Да, такім-то там, кажа, столькі всякіх аматараў этих рэспубліканцаў, і яна прыхільнікаў, яна менавіта была у таким сообществе, да, вот это, где были одни хлопцы до 40 годов, молодые, ну, может, не одни хлопцы, але до 40 годов, молодежь, молодь такая была. А она кажа, а где-то яшчэ ёсць, где одни женщины, одни дзяўчыны, вернее. Ну, мы так и жестоко. Да, и они запросили корреспондентов троих мужчин, а женщин не запросили. Ну и они, конечно, все за Трампа горой. Так что цікаво, як кажем, интрига. Не, основная база Трампа это жихары мясцовые, Реднекеры. сельской мясцовости. Реднеки. Большасць поўдзень и паўднёвы захад. В социальном плане средний класс, пенсионеры, просто не такие. Аднак я хочу сказаць цікава, што невядома як што будзе. Менш цікава, калі ўсё ясна ўжо за гады, за месяцы, за дзесяцігоддзі, калі ўсё ўжо ясна. Хто будзе, хто пераможа, і ніякіх дэбатаў. Давайте зацэнім тое, што адзін і другой выйшлі. І той, які пры ўладзе, ён не сказаў, я не пайду на, это не царская гэта справа, а пусть ідзе мой прадстаўнік. Зараз якраз означается, дай сказать, зараз якраз означается 30 год того, как у нас были выборы. И вот тут в публикации згадывается, что наш кандидат ездил, наш, Белорус, который стал президентом, ездил по выборчих сустрэчах и нес такую лухту, что тяжко было зразуметь увогуле. И он как бы за тое ці за это, за реформы ці супраць реформаў, за левых ці за правых. Он грозно сказал, что я не господин, я нищий. Ну что, сябры, будем развітвацца, ўжо вечарэет. Зараз покажем вам еще на развітанне ось від города Вільні, які тут открывается з нашего пункту гледжання. Мы сегодня развернули пункт гледжання. Так что великий дякую, что сходили с нами сегодня развітаться практично с первым месяцем лета, узгадать основные подеи. А завтра починается уже 1/8 гульня чемпіонат по же футболу. Да, Тому жадаем тем, кто болеет за певные команды, перемоги этих командов. Ну и еще нам 2 тижні цікавого назирання за гульнями, хто назирає. Таких людей даже не так шмат. Не часто даже с працы я пытаюсь людей видите футбол, и каждый день. Ну вот так. Ну, ведаеце, я гляжу. Мы зусім забыли, я лічу, яшчэ одна такая падзея важная, чэрвеня 24 года, что адбываецца зараз чемпионат Европы по футболе. И, конечно, а вот для мяне сапраўдныя мужчыны это тыя, кто цікавіцца футболом. Ой, по-моему, это нет, дрончик. Які цікавяцца футболом, які любяць гуляць у футбол самі, альбо цікавяцца, асабліва калі ідуць чэмпіянаты, і сачаць, і ў курсе. І я рада, што нашы все сыны таксама цікавяцца. Но і мяне... Мамусик была мой бацька назирала колькі разоў, калі мы летом на лецішчы ішоў чэмпіянат свету ці Европы, і мы там глядзелі. Але шкада часу летнего. Бывало так, что я там фарбую это самое, стену фарбую, а праз окно открываю и гляжу футбол.
Класно. Ой, по-розному було. А ось апошній уже фінал, фінальний матч. Навіть я бросаюся справи і гляжу. Але мені вельми подобається, що наші всі, от коли ми жили одною сім'єю, 3 сини, і папусик. Ой, мені так було цікаво, коли ми все глядели, і вони всі глядели. Потім криху роз'їхалися, і тоді тримають совість, коли йде матч. От зараз, футбольний, особливо з якоїсь країни, яка зараз- цікава. зараз під час от гунів, чи Грузії, чи України, ми просто весь час переписуємося з І ними. Польщі, і України, і Да, Хорватії, Польща, і Словенії, і хотіла сказати, Білорусі. В Україні. Розмарилася. Ось, і, Ну, значить, шкода, що Білорусу нема, да? да, вельми шкода, звісно. Так хотілося б Але от болеть за наших. вони долучилися, заузять, пошли не в ту за дверь, завтра. не в ту дверь зашли, Заузеть. зашли не в ту дверь, і от отрималося, що Ось так, да. навіть не приймають уділ. Так що так цікаво. Будемо далі назирати. Этот чемпіонат переходить з червня у липень. І амаль ще полова липня зойме, 24-го году. Ось, так що молодці всі ті, хто цікавиться футболом. Так тримати, гэтак тримати. Заузеем за наші любимі команди, країни. Я чисто така, так, чисто посередна. Швейцарія чемпіон. Зауважила, що на гэтым чэмпіянаце шмат аўтагалоў, чамусь ще, і шмат адмененых галоў. Ну, некалькі ўжо было. Вот это не Гэта чамусь. звязана з тэхнічным развіццём. Калі заб'юць, Есть этот вар, глядать сразу одразу. да, глядеть. заб'ють, а потім розглядять по этим всім моніторам там з точністю до міліметра, мілілітра і міліграма. І відміняють За гол. миллилитры. От, раніше було так чудовно. Забили і все, і радуються. і Марадона рукой забил, а Да. рука І была. ще травм, як-то я зауважила. Ну, такі травми ніякі. То нос зламав, то ще що там зламав, там, чи що. Один Голову один разбил, да, разбил. один врезался в этот рекламный щит, там что-то, короче, что-то такое цікаве. Гризман. І ще, що я так от чисто посередно, по-моєму, тут є гол, який чуть ли не чемпіон, що з якої секунди, на 10-й, що ли, якої секунді був забитий. Тільки почався Самый матч. худкий. Самый худкий гол. Хрясь, и сразу забили. Это какая команда, я не памятаю. И недавно был тоже, ты кричал, тільки почали вчора. Грузины. Грузини почали, позавчора, На да? другой хвилине, да. На другой хвилине, ну може на секундах яких, ні? Ну, Хрясь, а ти хвилина 40. той вогулі прям на секунді. На секундах. Гэта так само вельми цікаво. Запомниться, гэта чемпіонат. Будемо це запам'ятати. От зараз я кажу, і кажеться, ну що тут таке? А пройдуть годи, коли поглядите вот гэта відео, буде цікаво. Потому что забываются эти чемпионаты, кто нават был в финале, в полуфинале, а кто был переможца, и тем больше кто какие что Нет, як ты- забил. А я уже розповіла. Тут трошки ти збитого, але починається не було вельми худкого гола. Просто Был. ні, це просто Что его був отменили? ні, просто був гол, який худший був чим раніше. Тобто рекорд худкості серед чемпіонатів. Но это не самые худкие, какие бывают. Бывает вообще там на какой-то 5-6 секунде. Там 3-4. Бывали ранее? Такие бывают, але не на чемпионатах. А тут перший гол а какой-то тут, там ну, на так першій ось. хвилине там. Ну, А тут секунды. Но я памятаю, сказали, что это просто... для чемпионатов это перший, да, Вот. ранний. Ну так ось. Худкий, но это не самый такой худкий. Я Худкий вообще. значила этой факт. Ну, там, на 4-й секунде было. Ну так вам. То есть вот только мяч Мушки. откинули, мяч мучились от центральной до круга, удар и гол. Вот это да. Но это не на чемпионате было. Окей, Окей. все. Так що добре, що ми згадали ще чемпіонат. Покажи Вильнюс. а то І будет сейчас. зараз ми розвітуємося. Давай. Тостик. Є у тебе? Ну, Чи что, далі? потом дали. Ага. Ну все. Дякую ще раз і до нових зустріч. Пакуль.
Глядим на вечернюю Вильню. Бонус. Ну, як тобі Вінниця? Мы можем прийти тихонько. Я могу ложечку. Как тебе сырик? Як тебе сырик? Смачно? Скажи. Я когда такого хотел, не думал, Ой, что... я вот так само, не просто Ну, не думал, что найду случайно, его. типа российский. Да. Тут бачишь, что есть такое. И он такими на вид, вот как до вина вообще. Ну. И с орешками. Вот что-то такой бы, если ты сказал такой, ну, мне не пошел бы. Не то. Не знаю. А это менавіта для бутылок, до речі. Ну, вино не прятаться, сюда ставить. Попробуем. О, Да не, нельзя так. ну ладно. Мне кажется, полицейский есть. Ой. Губазик. Ну, это... Я к учёру это скажу. Здравствуйте, меня зовут Тити. А я, Сегодня. Это там, это вот, это Ядыбина разве вот Ну, там? да. А что она так правее? Я не понял. Мне сдавалось, что она может быть где-то левее. Нет. Вон нет. А крыжи где? Как? Вон. Вон. Они подсвечиваются Справа. или нет? Ну я их бачу светленькие. А, Ну, вы там- тут ниже, да? Они? То есть Да ниже? вон вообще, ты, мам, ты никто не А смотрит. я где-то гляжу. А где? Вон. Ну вон гора. Вот. А, уже выключается, не буду. Вон, вон, видишь, вот здесь Ну, дорога. а чему она не светится, так бы я бы их Вот там побачила. белый, Так вон темно. там в центре как раз белый башни. Я вот тут бачу, что здесь светится. Это не то, да? Это из Святого Иезепа. Вот. Видишь, мой палец показывает. Вот он. Да, ну я Вот. не бачу, чтобы они светились. Вот я бачу вот там. Да? Ну, добре. Всім жопу не бачу. Ой, своим зроком таки небо бачу, что там оброки пригожие. Какие-то там эти церкви, всякие костюмы. Какие-то. А Єдеміна, я так само не бачу саму вижу целым. Я так бачу, где подсвеченный бок. Вот правее, да? Вот оно. Справа оно такое больше светлое, так? Тебе? Ну, гора такая. Ну, это я бачу. Ну, слева от горы башня Егемина. Она вся Да. подсвечивается. Но я бачу, что правее мне так зрок дає больше ярко. Больше, а Ну. слева ничего. Однако. Ну, добре. Ці машинки едут. Куда они вообще едут, Господи? Смотри, как хорошо. А теперь, скажи, чем я плохо буду? Такие вот иметь стульчики и столик. Ой. Что-то летает. Ну, чем плохо тебе? Я вот так и уявляла Один себе. Один минус, что это есть машина. Ты там бы сюда жил по его. Я подумала, вот эти стульчики, они в чехлах вот с такими. Вот так берешь, он пишет. Даже я могу оба нести, не только свой. Ты свой, я свой, допустим, в одном. Я могу, наверное, вот оба. И вот еще столик пришить к крышечку, он вообще легкий. Вот, ему нужно в рюкзак вертикальный. Так Нужно вставить. на веревочках тащить шашлычницу. А еще дойдем до шашлычницы. Я доведу диктатора. 30 годов, еще 30. Просто
патио. А потом еще тент купил. Пришли, вот хрянский как тент Ну, все, я только пришел сюда. Что ведь место не так. прям вот тут. Расстелился, да, лежал. А вот это наше будет. Потому что пришел, то жил. Тапки. Ну, мы раньше не можем проходить. А мы будем уже хрустаться тем, что можем. Ну тогда и туда пройдем. Вот бачите, Где-то